Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». И я сегодня не случайно оказался у башни Якутского острога. Сегодня пойдет рассказ о строительстве частных домов из цельного дерева, как это применяли наши предки при строительстве Якутского острога. В столицу Якутии зашел частный застройщик по строительству частных домов из цельного дерева, из кругляка, с помощью древних технологий. Мы сегодня расскажем о преимуществе этой технологии и насколько красивы и прочны дома из цельного дерева, которые могут простоять более 100 лет. И это не простые дома, не простые бани, потому что они строятся из российского леса, а точнее из Красноярского края. Большие, бревна, здоровые, сосны, лиственницы и кедра. Извините, это не брус, это настоящее дерево из русской Красноярской тайги. Мне важно, чтобы дом был из добротного сибирского леса. Чтобы был надежный и комфортный. Сибирские хоромы строят бани и дома по всей стране уже 15 лет. Строгий контроль рабочего процесса. От заготовки дерева до сдачи проекта. Если строим, то строим на века. Сегодня мы находимся в городе Якутске. В этом замечательном городе представляем, как говорится, наш сруб. Это дом у нас получается 12 на 12, это в среднем 2 этажа, это где-то 220-240 квадратов домик. Мы начинаем строить, что касается бань, от 60 квадратов, а что касается домов, от 100 квадратов. И предел любой. Санаторий можете построить? Без проблем. Обращайтесь, построим все, что угодно в короткие сроки. То есть мы начинаем общение с клиентом сначала с проекта, мы его выслушиваем, все его пожелания, хотелки, как говорится, и потом уже на основании его пожеланий готовим проект индивидуальный. И после этого индивидуального проекта начинаем рубить, готовить бревна, рубить. Такая специфика, что да, в тайге мы отбираем определенные диаметры и уже из тайги привозим на нашу площадку. И с площадки мы, значит, ошкуриваем эти бревна, отшлифовываем, подводим под рубку. И потом рубится дом, и получается вот такое изделие. На этот дом ушло 165 кубов кедра, от 35 до 40 диаметров, еще раз повторюсь, 5 фур. Меня поражает, да, одно. Смотрите, какая мощь дерева, да? Это действительно вот красноярские вот такие деревья. Да, это кедр диаметр бревна 35-40. Сруб приехал, он уже сухой. Обратите внимание, вот смотрите как. Да, вот послушайте, все, это бревно практически высохло. Вот оно бревно, структура бревна. Мы, значит, убираем кору дерева и все, и подшлифовываем бревно. Все остальное остается. Вот оно, как идет, допустим, вот оно. Обратите внимание, вот он идет наплыв. Вот он сохраняется. Все естественно, все природное. У нас сохраняется свойства, которые остаются природные. Природу же не обманешь. Вот здесь по периметру всего бревна идет так называемая заба. Соответственно, это что влияет? Влияет на качество. То есть, вот, допустим, в Якутске это будет меньше трещин, сохраняется теплоотдача бревна. И, соответственно, в таких домах живется и зимой будет тепло, а летом будет прохладно. Вот это как бы наше преимущество. Ну и плюс диаметр бревен, что тоже немаловажный факт.
Все делается вручную, руками. Так, я вам сразу скажу, мы в наших срубах не используем гвоздей. Обратите внимание, что каждое бревно у нас индивидуальное. То есть, если что-то, замок какой-то сломался, все, невозможно будет уже другое бревно подогнать. С летом у вас жарко, зимой очень холодно, то есть мы здесь максимально... Здесь у нас вот внутри паз идет поднутрение специальное. Это для чего делается поднутрение? Для того, чтобы шелтер, утеплитель так называемый, садился плотно, и когда бревно ложится на бревно, чтобы теплоизоляция была максимальной. Поэтому мы делаем здесь поднутрение. Это же все пришло от наших предков, и технология возродилась, и сейчас это является как бы, ну, все то, что забытое старое, возвращается в моду, в тенденцию, поэтому респект нашим предкам. Ну, мы гарантию лет 15-20 смело даем, а вообще такие дома будут стоять очень-очень долго. Кто заказывает через нашу фирму дом или баню, мы обязательно в знак благодарности от души совершенно бесплатно дарим вот такие подарки. То есть наш фирменный знак — это мишки, любые мишки. Людям чисто по-человечески от души вот такие вещи. Этот мишка из кедра сделан, вот, как живой. За эти 3 дня произошло то, что мы подняли первый этаж. Вот. Планировали, конечно, продолжить поднимать, но у нас тут небольшие производственные вопросы возникли. Но ничего, мы сейчас выйдем из этой ситуации и продолжим поднимать второй этаж. И тут что произошло? Выяснилось о том, что коммуникации клиент не завел, да, и высота потолка получается и низкой, приходится нам приподнять сруб и завести брус для того, чтобы клиент завел сюда коммуникации и потом их утеплил и залил. Сколько здесь высота потолка будет? 3 метра в чистоте. Заказчики бывают разные, поэтому мы начинаем средняя высота потолка от 3 и до 3,5. Это наша работа, все для людей, все для заказчиков. Мы находимся в доме 12 на 12 в городе Якутске. Начнем второй этаж собирать, и будут балки перекрытия отсюда идти сюда. Они как бы будут являться опорой второго этажа. Ну и в то же время декором. По 2 осям будут выдвигаться вот балки рубленые. Здесь уже замок сделан. То есть они отсюда идут, и потом сверху будет идти еще одно перекрытие, и так называемое образуется второй этаж. Чем больше бревно, тем больше лет. Если, соответственно, мы бы подобрали маленькое бревно, ну то есть среднее бревно, соответственно, какая была бы эта опора? Мы вот подобрали, это средний диаметр, где-то 42-44 бревно. Поэтому, во-первых, это и мощь, и во-вторых, это надежность. Ну и в-третьих, долговечность бревна. Этому бревну уже где-то в районе, ну не меньше 100 лет, от 100 и выше. Вот представляете происхождение. Вот. Соединение бревен по какой технологии? Это русская рубка. Есть как бы многие виды рубок. И канадские рубки, русская рубка, норвежская рубка, так называемый постумбим. И все эти 4 вида рубки, они тоже подразделяются на мини-рубки. Мы рассматриваем все виды рубок, мы все виды рубок умеем рубить. Одна из самых дешевых — это русская, но она и практичная. То, что если при правильности рубки, обратите внимание, то есть вот шовчики к шовчикам подходят. То есть если идет усадка, она как бы и одновременно садится.
Сергей Михайлович, вот брать вот такое большое окно, все хотят красоту, но в условиях вот якутской земли, якутской природы. Специфика каждого региона своя, поэтому, ну, допустим, что касается центральной России и западной России, то, конечно, предпочитают большие панорамные окна. Ну, наш как бы заказчик тоже решил как бы придерживаться тренда, моды. Сейчас как бы заказчику посоветовали здесь двойное отопление, то есть теплые полы и плюс стандарт, ну, батареи. У нас получается, если честно, каждый проект, он и окна нестандартные, и проекты нестандартные. Поэтому мы этим и занимаемся. Поэтому у нас и как бы и дома эксклюзивные, VIP. В основном люди заказывают сруб, монтаж сруба, кровлю. Вот этим мы все и занимаемся. Поэтому работая по всей стране, в данной ситуации мы уже ставим уже не один объект в Якутске. Поэтому нам Якутск уже как родной становится. На примере Якутска, да, мы доставляем сюда срубы фурами. Фуры доходят спокойно. Вообще мы строим все 12 месяцев. Ну, допустим, опять взять специфику Якутска. С марта по ноябрь мы готовы даже здесь возводить, строить. А что касается других регионов, мы круглогодично возводим, строим, рубим. Так называемую ипотеку приветствуется, не вопрос. То есть заказчик заключает договоры как и с нами одновременно, так и с банком. Мне важно, чтобы дом был из добротного сибирского леса. Чтобы был надежный и комфортный. Сибирские хоромы строят бани и дома по всей стране уже 15 лет. Строгий контроль рабочего процесса. От заготовки дерева до сдачи проекта. Если строим, то строим на века. Я немного приоткрыл секреты сибирских хором, русских домов. Они уже строятся в Якутске. Но хотелось бы, чтобы из этих домов, а это возможно, можно построить целые санатории. С вами был Олег Желнин. До скорых встреч!